Курс на экологию. Таковы планы Минприроды Коми на ближайшее будущее. Об этом заявила исполняющая обязанности главы ведомства Екатерина Киселевич. О приоритетных задачах в области природопользования и охраны окружающей среды говорили на заседании профильной коллегии. А это лесовосстановление, экологическая безопасность и ответственное недропользование. Виктория Денисова продолжит. Негативное воздействие на окружающую среду будут устранять за счет нарушителей. Так, 1 сентября в Коми появится экологический фонд. Платежи за административные штрафы направят на природовосстановление. А это, скажем, ликвидация свалок или бесхозных полигонов. Одна из таких проблем – старые углеводородные скважины. Многие из них выделяют нефтесодержащую жидкость. Как правило, они располагаются по берегам рек или в границах населенных пунктов. Чтобы ликвидировать их, Минприроды планирует подключиться к федеральному проекту «Генеральная уборка». По двум проблемным объектам на территории города Ухта мы с коллегами плотно работаем последний месяц. Для привлечения федеральных средств на ликвидацию старых скважин в первую очередь необходимо провести их инвентаризацию и обследование. Эту работу уже начал территориальный отдел Росприроднадзора, и министерство активно к ней подключилось. В прошлом году по проекту «Чистая Арктика» в Усинском районе ликвидировали 2 свалки. Они образовались в результате экономической деятельности прошлых лет. Но это только первый этап. В планах подключить все арктические районы Коми – Воркуту, Инту и Усть-Цильму. Список объектов, которые нужно устранить, уже утвердили. Есть и новое направление работы профильного ведомства – адаптация к изменениям климата. Итогом работы станет достижение положительного баланса воспроизводства лесов, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, улучшение экологической обстановки и минимизация негативных последствий изменения климата. Именно в развитии этого направления вижу большие перспективы, поскольку потенциал республики впечатляет. Леса региона способны ежегодно поглощать более 60 миллионов тонн СО2. По этому критерию мы на 3-м месте по стране. В прошлом году в Коми вырубили 59 тысяч гектаров леса. Практически столько же охватили и лесовосстановлением. Задача на этот год – не только удержать нынешний результат, но и улучшить его. А вопрос, нерешенный на сегодня – нехватка лесопитомников в регионе. Сейчас их 2. По данным ООН, каждую секунду вырубается одно футбольное поле леса. Вот представьте себе, каждую секунду. Вот поэтому это вопросы лесовосстановления, это вопросы качественной рубки, в том числе и качественной добычи полезных ископаемых, чистой. Вот. Поэтому сегодня задач много, их надо решать. К слову о добыче полезных ископаемых. Важная задача – обеспечить экологичность всего процесса, не допускать разливов или выбросов. По словам депутата Александра Попова, нефтяники региона работают в этом направлении, дабы избежать таких инцидентов. Здесь главное, чтобы предприятия нефтяной отрасли, первое, вкладывали, занимались безопасностью, а второе, могли быстро реагировать на ситуации, которые возникают, чтобы они не принимали такого глобального характера, чтобы мгновенно реагировали на любую нештатную ситуацию, устраняли ее последствия и сдавали в природе чистые, очищенные территории. Доложили и о ситуации с лесными пожарами. Всего в середине апреля в регионе устранили 3 лесных пожара. Есть и один действующий в Ухтинском районе. Виктория Денисова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.